Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня мы будем говорить об острых аллергических реакциях у детей и о том, какую помощь можно оказать при данных состояниях. Аллергические реакции развиваются очень быстро, буквально на глазах, и иногда бывают очень тяжелыми. Тяжелые формы аллергических реакций несут реальную опасность для здоровья и жизни ребенка. Поэтому каждому родителю необходимо уметь распознавать аллергию и оказывать первую помощь до прихода медицинского работника. Теоретически аллергия может развиться на все, что угодно. Причиной острых аллергических реакций являются разнообразные аллергены – пыльцевые, пищевые, лекарственные, бактериальные и другие. В 60% всех случаев аллергических реакций причиной являются лекарственные средства. В случае повторного назначения даже меньших доз этих же лекарственных препаратов или препаратов со сходной химической структурой аллергическая реакция проявится вновь. Пищевыми аллергенами могут быть коровье молоко, рыба, икра, раки, омары, устрицы и прочие морепродукты, яичный белок. Аллергия может быть на рожь, на пшеницу, кефир, сдобу, квас, овощи, фрукты, ягоды, а также входящие в состав пищевых продуктов красители, ароматизаторы, эмульгаторы, консерванты. К бытовым аллергенам относятся домашние животные, внешняя пыль, наполнители подушек и одеял, бытовая химия. Пыльцевая аллергия проявляется с ранней весны и до поздней осени. С апреля по май это может быть пыльца деревьев, с июня по июль пыльца луговых трав, с августа по сентябрь пыльца сорняков. Стоит отметить, что вовсе не обязательно постоянно проводить время на улице вблизи к цветущим растениям, чтобы возникла аллергическая реакция. В жаркое время года окна в доме открытые. Именно через открытое окно частички пыльцы проникают в помещение. Нередко крапивница на теле ребенка появляется в результате контакта с домашним или дворовым животным. Принято считать, что реакцию провоцирует шерсть животного. Это совершенно не так. Организм животного выделяет определенный белок, который выделяется со слюной, мочой, слезами. И так белок распространяется на шерсть, одежду, посуду и предметы интерьера. Еще один вид аллергии – это аллергии на грибки. Причиной развития грибковой аллергии могут быть плесень, грибные поражения древесины, например, синева, гниль. Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Споры грибов обнаруживали даже в горном воздухе на высоте более 2 километров. Летом содержание спор грибов в воздухе может в 1000 раз превышать концентрацию зерен пыльцы. Плохо контролируемые отсыревшие помещения являются распространенным источником плесени, выглядящей как пятна или разноцветные точки. Оптимальными условиями развития грибка обладают подвальные помещения, комнаты с повышенной влажностью, вентиляционные системы. В квартире аллерген может появиться в цветочном горшке, в кондиционере. А такие промышленные предприятия, как молокозаводы, пивоварни, использующие продукты брожения, находятся в группе риска. Аллергия на домашнюю пыль – это гипертрофированная реакция на выделение мелких клещей, живущих в домашней пыли. Возможно аллергия на укусы насекомых, пчел, ос, шершней из-за яда, который попадает в организм при укусе насекомого. Наличие в организме различных паразитов, гельминтов также может способствовать проявлению аллергических реакций. Крапивница может указывать также на патологию органов и систем. Например, она может появляться на фоне вирусных и инфекционных заболеваний, таких как герпетическая инфекция, гепатит, цитомегаловирусная инфекция. Также крапивница может говорить о наличии заболеваний кишечника, печени, дисфункции щитовидной железы. При развитии легких аллергических реакций обычно появляются такие симптомы: небольшой зуд на коже и в районе контакта с аллергеном, слезотечение и незначительный зуд в районе глаз, невыраженное покраснение ограниченного участка кожи, незначительная отечность или припухлость, насморк и заложенность носа, постоянное чихание, появление волдырей в районе укуса насекомых. При возникновении подобных симптомов нужно проделать такую последовательность действий: тщательно промыть теплой водой зону контакта с аллергеном, нос, ротовую полость, кожу, исключить контакт с аллергеном. Если аллергия связана с укусом насекомого и в пораженной области осталось жало, его нужно аккуратно удалить. Наложить прохладный компресс на зудящий участок тела. Принять препарат против аллергии. Если состояние ребенка ухудшается, следует обратиться в скорую помощь или самостоятельно добраться до медицинского учреждения. Крапивница начинается внезапно с интенсивного зуда кожи. Вскоре в местах зуда появляются волдыри,
выступающей над поверхностью кожи. Вид сыпи напоминает ожог после контакта с крапивой. При надавливании на элементы сыпи ямка не остается. На ощупь элементы сыпи плотные и горячие, сопровождаются сильным зудом, могут локализоваться на любом участке кожи или слизистых оболочек, достигают 5-10 см в диаметре. При этой аллергической реакции поражаются обширные участки кожи. Волдыри у детей могут сливаться в одно цельное пятно. Преимущественно сыпь локализуется в области рук, ягодиц, бедер, шеи, туловища, но может возникать и на слизистых оболочках. Волдыри держатся несколько суток, появляется общее недомогание, повышается температура. Как правило, у младенцев до 6 месяцев крапивница диагностируется крайне редко. Процесс может продолжаться непрерывно или иметь волнообразное течение на протяжении нескольких дней. В отдельных случаях он продолжается несколько месяцев. Отек квинки – аллергическая реакция немедленного типа, при которой появляется внезапный ограниченный отек кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек. Он развивается очень быстро на веках, на губах, на лице, на верхних и нижних конечностях, на грудной клетке, на половых органах, может быть в желудке, в кишечнике, в пищеводе. Зуд при этом отсутствует. Размеры отека квинки могут колебаться от горошины до крупного яблока. Отеки безболезненные, вызывают неприятное чувство распирания. При распространении отека на лицо и волосистую часть головы в аллергический процесс могут вовлекаться мозговые оболочки, что проявляется судорогами. Возможен отек гортани, который проявляется охриплостью голоса, лающим кашлем, затрудненным вдохом. Дыхание шумное, кожа вначале синюшная, затем бледнеет. Держится отек квинки от нескольких часов до нескольких дней. Какую же первую помощь нужно оказать при острой крапивнице и отеке квинки? Самое главное – это прекратить поступление аллергена. Вывести остатки причинно значимого аллергена из организма при помощи очистительной клизмы, приема энтеросорбентов и дать ребенку обильное теплое питье. Лучше всего подойдут для этой цели вода или же щелочная минеральная вода. Симптомы, которые свидетельствуют о необходимости срочного вызова скорой помощи, это затруднение глотания или дыхания, боль в суставах, в мышцах, учащенный пульс, распространение волдырей на слизистую оболочку полости рта, на язык, на гортань и появление отечности. Самое опасное из острых аллергических реакций – это анафилактический шок. В детском возрасте анафилактический шок встречается реже, чем у взрослых, но вероятность его возникновения имеется. Анафилактический шок развивается буквально на глазах через несколько минут после воздействия аллергена. Признаки анафилактического шока практически всегда связаны с предшествующим контактом ребенка с предположительным аллергеном. Например, это может быть укус пчелы, инъекция лекарства и так далее. Существует некоторая взаимосвязь между путем попадания аллергена в организм и скоростью возникновения симптомов анафилактического шока. Так, инъекционное введение вещества внутривенно вызывает практически мгновенное развитие анафилактического шока. Скорость нарастания тяжести общего состояния также может быть индивидуально, зависит от дозы аллергена, а также степени чувствительности организма. Анафилактический шок сопровождается нарушением кровообращения, кислородным голоданием жизненно важных органов. Сразу после попадания в организм аллергена возникают беспокойство, резкое ухудшение самочувствия, слабость, тошнота, боль за грудиной, страх смерти, одышка, тяжелое дыхание, бледность, холодный липкий пот, потеря сознания. Резко снижается артериальное давление, пульс становится слабым. В некоторых случаях шок нарастает медленнее. Появляются чувство жара, покраснение кожи, шум в ушах, зуд глаз, носа, чиханье, сухой мучительный кашель, шумное дыхание, схваткообразные боли в животе. Без своевременной помощи может наступить ранняя в течение 5-30 минут или отсроченная через 24-72 часа смерть в результате поражения почек, печени и других жизненно важных органов. Возможны поздние осложнения, поэтому необходимо наблюдение врача не менее 12-15 дней. Какую первую помощь нужно оказать при возникновении анафилактического шока? Следует немедленно прекратить введение аллергена, вызвавшего реакцию. Положить ребенка в постель без подушки для того, чтобы увеличить приток крови к голове. Полость рта и дыхательные пути очистить от слизи и рвотных масс, голову ребенка повернуть на бок, тепло укрыть ребенка, обложить его грелками, провести энергичный массаж живота и конечностей, обеспечить доступ свежего воздуха. Если препарат был введен в конечность, наложить жгут выше места введения аллергена на 25 минут. Жгут ослаблять на 1-2 минуты через каждые 10 минут. К месту инъекции приложить холод.
Если у вашего ребенка имеется аллергия на какое-либо вещество, то следует обязательно предотвратить контакт ребенка с данным веществом. А в дальнейшем необходимо обследование у врача-аллерголога. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.